Саламатсыздарбы. Айтып кетесіздер, былтыр биз деген март айында деген мы приняли же это норма, вступила норма, получается, об обязательном страховании, да, где иностранные граждане должны были покупать обязательную страховку. Ошондо айтылды эле да, ошол жылына страховка негизинде бюджетке 1 миллиард сом түшөт деп. Ошол учурда биздин өлкөбүздө 64 миңдей чет өлкөлүк окуучулар бар эле да. Айтып кетсеңиз, ошол жөнүндө азыр вообще кандай болуп атат? Да, бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Менин атым Клара Скумбаева, фонддун төраганын орун басары болом. Бүгүнкү күндө билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда чет өлкөлүк студенттер 39 миңге жакын окуп атышат. Сразу айтып кетсеңиз, сколько из них были? Вот 100 миңге сколько из них застраховано? Так, 7996 студент бүгүнкү күндө уже камсыздандырылган. Ошолордон 7996 студент бүгүнкү күндө камсыздандырылган. Ошолордун эсебинен 71 миллион сом фонддун бюджетине түшкөн. Эмне себептен только ошо айтпайсызбы, канча 70 миң деп атасызбы? Канча студент? Сколько человек? 7996 студентов на сегодня. Только 7 тысяч застраховано, да? А вот если у нас, вы же говорите, сколько у нас в стране? Ну вот. 39 тысяч. Да, а почему из 39 тысяч только 7 тысяч застраховано? Мы же приняли же, как бы, есть норма у нас, правильно? Мы в прошлом году приняли закон, закон уже вступил в силу. И вот почему он не работает? Закон работает, и мы весь прошлый год и этот год очень тесно работаем со всеми вузами, со всеми Министерством образования. Из 56 высших учебных заведений сегодня договор заключили на страхование своих студентов 52 вуза. Но немножко она идет медленными темпами, чем нам хотелось бы, но вот сейчас мы даже уже подключили силовые структуры, очень нам в этом помогает Государственный комитет национальной безопасности, и это очень ускорило темпы. И если в прошлом году у нас до конца года было всего 3000 студентов, то вот эти 4000 студентов, это уже вот за первые 4 месяца. А есть какие, я не знаю, вот вы же говорите, только есть те студенты, которые не страхуются, правильно? Не покупают полис. А у них есть какой-то, я не знаю, какой-то вид наказания, я не знаю, или это вот на добровольной основе? Ну, поскольку это все-таки первый год норма, никаких видов наказания не предусмотрено, это все идет на добровольном, как бы, на обязательном исполнении законодательства Кыргызской Республики, да. Только вот пока у нас нет никаких таких норм, но мы сейчас опять-таки рассматриваем вопрос внедрения уже каких-то мер ответственности. И это будет, я так понимаю, что до конца года мы внесем изменения в правила обязательного медицинского страхования. Рахмат.